Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент» в студии Вера Макарова. О борьбе с незаконной игорной деятельностью в республике мы сегодня поговорим с заместителем начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел, подполковником полиции Эльдаром Габидуллиным. Эльдар Султанович, здравствуйте. Доброе утро. Габидуллин Эльдар Султанович родился в 1983 году в городе Якутске. В 2005 году окончил Академию труда и социальных отношений по специальности юрист. Службу в органах внутренних дел начал в 2005 году в подразделениях экономической безопасности. В период с 2009 по 2013 годы проходил службу в Северо-Кавказском федеральном округе. В настоящее время занимает должность заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел в Республике Саха-Якутия, подполковник полиции. Как известно, с 1 июля 2009 года игорный бизнес в России запрещен. Но, тем не менее, часто выявляются подпольные игровые залы по всей России. А у нас в республике были ли такие факты выявлены в прошлом году? Да, у нас в 2017 году было выявлено, значит, несколько фактов. Но если говорить в цифрах, то в 2017 году по материалам, собранным Управлением экономической безопасности, Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, было возбуждено 18 уголовных дел, а в настоящее время 9 уголовных дел направлены с обвинительным заключением в органы судебной власти. Если говорить про 2018 год, в настоящее время, то с января по март следственными органами было возбуждено 4 уголовных дела. Одно уголовное дело было возбуждено по материалам Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха-Якутия. Одно уголовное дело было возбуждено по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Якутская. И два уголовных дела было возбуждено непосредственно по нашим материалам нашего управления. А под что маскируются вот эти игровые залы? Ввиду того, что данная деятельность априори она запрещена, данные залы в основном не маскируются под кафе там, или ночные какие-то заведения. Они просто не имеют вывесок, и в основном их деятельность осуществляется, их незаконная деятельность осуществляется без какой-то видимой рекламы. То есть в основном приходят люди, это одни и те же клиенты, наработанные, скажем так, вход в игорные заведения при закрытых дверях, то есть просто человек с улицы туда не попадет. Вход осуществляется по звонку, который осуществляется на телефон администратора. Все телефоны игроков у администратора есть, то есть она всех, в принципе, знает, кто к ней приходит ежедневно, оставляя свои денежные средства. То есть она впускает только людей, которые ей знакомы. А где и в каких местах они были выявлены, где располагаются вот такие подпольные игровые залы? Ну, то есть, если мы говорим территориально, то это центр города Якутска непосредственно, как для осуществления, потому что как для осуществления любого вида бизнеса, предпринимательской, скажем так, деятельности, в том числе и незаконной, важна проходимость. И, конечно, в основном это центральная часть города Якутска, ну и прилегающая к центру территория. В основном, конечно, это жилые дома, а также несколько залов осуществляют деятельность в каких-то коммерческих зданиях, да, где все площади являются коммерческими. А кто в основном посещает такие залы? Там пенсионеры, студенты, контингент? Ну, контингенты абсолютно разные, и по роду своей деятельности мы сталкиваемся с такими случаями, что данные игровые залы посещают даже бабушки преклонного возраста. Очень много лиц с ближнего зарубежья приезжают. То есть никогда не видели там, скажем так, людей состоятельных каких-то, да, которые бы сидели и играли. То есть это средние слои населения, в основном уже достаточно зрелого возраста, приходят и играть. С какими целями и для каких, скажем так, получения каких ощущений, это непонятно. А в улусах тоже выявляются или только в городах? В основном, по статистике, конечно, это город Якутск. Единичные случаи были выявлены в городе Нерюнгри, в Мирном, в Алдане. А, конечно, основной массив — это столица нашей республики. А легко ли установить владельцев этих игровых залов? Ну, в настоящее время, учитывая то, что уголовная ответственность довольно серьезная по статье 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организаторы, владельцы данных заведений тратят очень много сил и средств для того, чтобы оставаться в тени. В основном они нанимают работников, это управляющий персонал, это администраторы, которым платят какие-то оговоренные денежные средства, при этом не заключаются трудовые договора, там все просто перечисляются денежные средства, и уже непосредственно данная
категория людей осуществляет данную деятельность. Сами организаторы, оставаясь в тени, просто получают денежные средства. Но хочу сказать, что на сегодняшний момент Министерство внутренних дел располагает всеми силами и возможностями документировать факты преступной деятельности, непосредственно участие организаторов в данной незаконной деятельности с последующим привлечением их к ответственности. А куда деваются в эти игровые автоматы после изъятия? Их дальнейшая судьба? Вот в обществе бытует мнение, что полиция крышует эти игровые залы, да, и после изъятия они возвращают как бы хозяевам, владельцам. Правильно ли это? Ну нет, конечно, это абсолютно неправильное утверждение. Очень много мы читаем разного рода комментариев, да, там и негатив какой-то высказывается у людей. Хочу сказать, что на сегодняшний день деятельность правоохранительных органов вообще республики, она настолько прозрачна. Например, к проведению своих мероприятий в части выявления фактов незаконной горной деятельности на территории города Якутска мы привлекаем как общественные организации, так и представителей разного рода средств массовой информации, в том числе непосредственно и наш отдел информации и общественных связей МВД Республики. То есть то количество изъятого оборудования, то количество изъятых товарно-материальных ценностей, которые изымаются при проведении оперативно-розыскных мероприятий, оно фиксируется как в материалах проверки, так и отдельно еще рапортуется руководству, вышестоящему руководству нашего министерства. То есть говорить о том, что впоследствии оно как-то передается обратно для осуществления противозаконной деятельности, это будет крайне вообще неправильно. И тем более повторюсь, что деятельность открыта, и у нас очень много надзирающих органов, да, за деятельностью правоохранительных органов. При этом еще хочу сказать, что помимо сотрудников экономической безопасности при проведении оперативно-розыскных мероприятий участвуют задействованные силы других подразделений, присутствуют сотрудники Следственного комитета по городу Якутску. То есть деятельность прозрачная, и говорить о том, что кто-то занимается крышеванием, это абсолютно неправильно. И такой последний вопрос. Какая ответственность предусмотрена за совершение данного вида преступления? Если говорить об уголовной ответственности по статье 171 прим. 2, тут все зависит от тяжести инкриминируемого преступления. Если мы говорим по привлечению виновного лица по части 1 статьи 171 прим. 2, то здесь штраф до 500 тысяч рублей и до 2 лет лишения свободы непосредственно. Да? Если мы говорим о привлечении виновного лица к ответственности по части 3 Уголовного кодекса, то здесь, конечно, штраф возрастает, тут он до 1,5 миллиона рублей и вплоть до 5 лет лишения свободы. Хочу отметить тот факт, что, обратите внимание на тот факт, что организаторами, оставаясь в тени, для осуществления незаконной горной деятельности привлекаются гражданские люди, да, население города Якутска, в основном на роль охранников или администраторов. Диспозиция статьи 171 прим. 2 гласит, предусматривает ответственность как за организацию, так и за проведение незаконной горной деятельности. А вот именно в части проведения к ответственности у нас могут быть привлечены администраторы. В основном это молодые девушки. И вот, пользуясь случаем, находясь у вас на передаче, хотел бы донести до населения города Якутска, чтобы вот эти девушки, которые идут работать в это горное заведение, зная о том, что эта деятельность запрещена законом, законодательством Российской Федерации, должны осознавать ту степень ответственности, которую они на себя возлагают. Объясню почему. Потому что привлекая их однажды к ответственности, их дети, возможно, да, когда вырастут, захотят пройти обучение, поступить в высшее учебное заведение Министерства обороны, да, в учебное заведение органов прокуратуры, там, в образовательную систему Министерства внутренних дел России. И вот та мотивировка кандидата на поступление в институт о том, что его мама в 2017 году, например, привлекалась к уголовной ответственности по статье 171 прим. 2, да, может крайне негативно отразиться на решении его поступления. То есть ему может быть просто мотивировка быть отказано в поступлении в данный институт, ввиду того, что его близкий родственник, которым является его мама, привлекалась к уголовной ответственности. Эльдар Султанович, спасибо вам за участие в нашей передаче и за подробные ответы. Спасибо вам, что освещаете данную проблематику. Напомним, что сегодня у нас в гостях был заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел, подполковник полиции Эльдар Габидуллин. Всего вам доброго.